Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазалаев, и в начале выпуска коротко о главном. Хадж-Беш готовится к открытию. Крупный религиозный центр расположился в Ахмат-Юрте. Правая рука В Чеченской Республике прошли первые в СКФО соревнования Кубок России по купольному пилотированию имени Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие посетил Рамзан Хаджи Кадыров. Россия – гарант партнерства. В Грозном обсудили перспективы внедрения исламского банкинга в стране. На этом форуме мы в очередной раз убеждаемся в том, что и Российская Федерация идет в правильном направлении. В Чеченской Республике вновь ввели ограничительные меры. О требованиях и рекомендациях Минздрава и Роспотребнадзора смотрите в нашем выпуске. Хочу призвать всех, кто слышит, сделать то, что зависит именно от них, и призывать окружающих. Это и социальная дистанция. Обязательно тех, кто не вакцинировались, вакцинироваться. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата. Да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал Аслан Абдулаев. Он рассказал о лучшем из людей, пророке Мухаммаде, мир ему и благословение Всевышнего. دال دينش ديكن شيوقيرا أوغوردو قودول ديك دال أدمين دين دول أوغوردو قودول ديكا إذا يلش عليه الصلاة والسلام بيغمرين وإيتر دو الله دال بوشي سيلا دول القرآن شو دال دقو ديك دير مؤمنا خنسار اللي يلش وغيترت يتلو عليهم آياته دال خلر يقي بلغلونش سانيوش ويزكيهم تامبولش هم نخش سنبش ويعلمهم الكتاب والحكمة قرآن سانحيوش حيق اللي دولهم تانحيوش دلاح بوه دال يشبرحونا إيالش عليه الصلاة والسلام واللي حلقه بلغل تيلر جوها تخين عخلق تعاشا أدم حدوني انشو داس حجوول بالشا تخنا أدم تيلر جوها كردوين جعارشن لول دش برشبو ترن لول دش برشبو أدمين لول دش برشبو إبليسن لول دش برشبو دلاح إشادل سورتش حاجيشا دال خاستن بقوي الحمد لله دال خاستن بق إيلش وين وإيترت أس إيلشن وين إحدوزش خلرت دال وين إدق ديك دين خلرت. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. Считанные дни остались до открытия комплекса Хадж-Беш. Он возводится в селе Ахмат-Юрт и станет настоящим религиозным центром. Объект планируется открыть в день рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. С очередной инспекцией его посетил глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками. Подробнее в следующем материале. Религиозный центр Хадж-Беш в скором времени откроет свои двери. Этот комплекс, с виду напоминающий старинную чеченскую крепость, станет настоящим украшением села Ахмат-Юрт. За считанные дни до открытия объект посетил глава республики вместе с соратниками. Уникален не только сам комплекс, но и место его возведения. Здесь жил прапрадед Рамзана Хаджи Кадырова, один из приближенных мюридов великого эвлия шейха Иласхани, да будет возвучена его святость, Ильяс Биноевский. Правая рука Ильяс Биноевский правая рука В комплекс входит джума, мечеть имени шейха Иласхани. Она вместит 200 молящихся, а именем Ильяса Биноевского будет названа медресе. Здесь 2 раздельных класса по 30 мест. Строительство профинансировал региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова.
يسمح خدمة قدرة عوض الدور ده Klasio to. يوم موتا مش زيت ما شريعة طريقة شيء ويرش أنا أول واحد أنا ده كده فصل بيده ما شاء الله شايف عامل حضر بينهم عامل لا شعلس الله أكبر يرتد هذول ياخذ بكة ده شو كان عامل فيها سياحة تجلس ضيضة أو شيء نعم مدوخ نعم На объекте есть места для проведения обрядов Зикр и Мавлид. Также здесь завершается благоустройство близлежащей территории, проводится озеленение и оборудована площадка для парковки автомобилей. Курирует строительство советник главы Чеченской Республики Амруди Эдельгириев. الناس في حلايا ناس يشبهون نعم هاي ناس حيوش يوش ناس يستعرف لو جاكين يسيج Открытие комплекса Хаджи-Беш планируется 18 октября. В этот день мусульмане всего мира отмечают день рождения лучшего из людей, пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Абдулла Батаев, Аслан Исхаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Рамзан Хаджи Кадыров принял участие в церемонии инаугурации главы Дагестана. По итогам голосования депутатов Народного собрания победу одержал действующий руководитель Сергей Меликов. Выступая с поздравительной речью, глава Чеченской Республики отметил богатый опыт и управленческий талант Меликова. Он подчеркнул, что народы двух республик связывают религия, прочные братские узы, культура и история. Наши народы всегда славились крепкой братской дружбой. Я помню, с каким уважением относились к живописной дагестанской земле наши отцы и деды. Ценили трепетное отношение дагестанцев к религии. Совершали паломничество к могилам Садака Асхабу пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Буквально вчера, когда в Чеченской Республике по определенным причинам не было ни одной мечети, чеченцы приезжали в дагестанские мечети, чтобы совершать обязательный дружбу намаз. Я помню, как дедушка, отец Алборич возвращались спятые, чем молиться с улыбкой на лице, повидал своих знакомых и друзей. Как бы кто бы ни пытался нас воззреть, мы все равно были, есть и будем братскими народами с общей историей и культурой. Искренне желаю дагестанскому народу процветания, а вам, Сергей Ильич, успехов на высоком государственном посту, силы и мудрости в принятых решениях. Поздравили избранного руководителя региона и другие гости. Полпред президента Российской Федерации Юрий Чайка, главы республик Северного Кавказа и других стран. В свою очередь Сергей Меликов поблагодарил президента страны Владимира Путина, проголосовавших депутатов и весь народ Дагестана за оказанное доверие. Уважаемые друзья, я объективно оцениваю реальное положение дел в дагестанском обществе, которое переживает очень сложный этап своей истории. Отдаю себе отчет в том, что проблем накопилось немало. Но, как говорят на Кавказе, начать без страха – это равносильно тому, чтобы победить. Уверен, сплотившись воедино в созидательном труде, мы сможем решить проблемы, стоящие перед республикой, устоять перед вызовами времени, сохранить нашу самобытность и достоинство. В соответствии с Конституцией я принес присягу верно служить дагестанскому народу, беречь Дагестан и его единство в составе России. И я сделаю все от меня зависящее, приложу все силы, опыт и знания, и клятва моя нерушима во славу Дагестана, во славу нашей великой Родины. Спасибо. Глава Чеченской Республики посетил первые в СКФО соревнования Кубок России по купольному пилотированию имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Турнир прошел с 11 по 16 октября в парашютном центре Good Sky на территории Российского университета спецназа. Он собрал сильнейших спортсменов со всей страны. Главный человек, кто готовит, это главный тренер сборной России, который вот таких профессионалов готовит. Буквально через несколько мгновений над стадионом
появится автожир Робинсон Р-44 и самолет Ан-28. Принимала участие сборная Чеченской Республики. Победители будут представлять Россию на чемпионате мира в Дубае. В ряде районов Чеченской Республики представили новых глав администрации. Так, в Гудермесе новым исполняющим обязанности на этом посту стал Хамзат Магомадов, раньше занимавший пост помощника министра труда, занятости и социального развития Чеченской Республики. Исполняющим обязанности главы Итумкалинского района назначен Ибрагим Бурсагов. Его представил председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев. Также нового руководителя представили и в Нагтеречном районе. А в Грозном раздали книги, описывающие повседневную жизнь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В них рассказывается о манерах, предпочтениях и привычках посланника Всевышнего. Акцию провел департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями совместно с телерадиокомпанией «Путь» в честь священного месяца Раббиуль-Ауаль. أقعد ديوزل أصحابش ديفجري درجة داخل قطع يازدين دو آخر يش شو سناخا دقو بايدا يزربوسون بايمر داخل دو يزردو أقا بايمر ويزين شولت يحصل يويزلرو. О жизни лучшего из людей рассказали и будущим педагогам. В актовом зале ЧГПУ прошла встреча директора департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Аслана Абдулаева со студентами. Богослов рассказал о наставлениях посланника Всевышнего и о научных трудах праведных предшественников. Студентам задали вопросы о жизнеописании сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует. За правильные ответы богослов вручил книги. В Грозном состоялось совещание руководителей территориальных органов управления автомобильными дорогами Южного и Северокавказского федеральных округов. Участники обсудили состояние дорожных фондов, подвели итоги уходящего года и обозначили предстоящие задачи в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Хотел бы обратить внимание, что та работа, которая ведется в любом субъекте Российской Федерации, она, во-первых, показывает вовлеченность руководства субъекта Российской Федерации к поставленной задаче. Я бы хотел подчеркнуть, что именно в Чеченской Республике руководство уделяет не просто непосредственное внимание реализации этого проекта, но руководство республики знает каждый объект, который реализуется. В этом году капитально отремонтируем 86 километров, 6 километров отремонтируем капитально. На сегодняшний день введено эксплуатацию 56 объектов, это 90% программы работ 2021 года. Участники совещания совершили выезд на дорожные объекты Чеченской Республики. В сопровождении мэра Грозного Хасмагомеда Кадырова они посетили участок дороги Горячеисточнинская-Аргун и проспект Исаева в центре столицы региона. В процессе им провели и экскурсию по святыням. Хочется сказать слова благодарности братскому чеченскому народу за гостеприимство, за то, что в этот раз мы провели совещание именно здесь, в этом прекрасном месте. Само совещание прошло очень интересно. Мы обсудили итоги 2021 года. Обозначили задачи на 2022 год. По итогам совещания выехали уже на место, и коллеги из Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики показали объекты уже вживую. В Шотландии предотвратили акт терроризма на исламский центр, а в Германии разрешили азан. Об этих и других новостях из жизни мусульманской уммы расскажет Элиза Тасуева. В Германии мусульманская община и муниципалитет пришли к единому мнению касательно азана. Отныне раз в неделю из 35 городских святынь, в числе которых самая большая, расположенная в городе Кёльн, по улицам будет доноситься зов муэдзина. Напомним, что ранее распространение азана было под запретом.
В Шотландии не допустили нападения на исламский центр. Теракт, по версии правоохранителей, готовил 24-летний Сэм Имри. Ему уже в общей сложности предъявили 9 обвинений. Во время обыска у Сэма обнаружили целый арсенал оружия. Сам подсудимый свою вину полностью отрицает. В Мичигане была обнародована видеозапись, на которой мужчина более недели назад разбил стеклянную дверь мечети. Данный поступок вызвал бурную реакцию у общественности. Имам святыни Шамшад Насир пригласил вандала в храм, чтобы тот прочувствовал всю прелесть религии ислам на себе. Также Шамшад заверил, что в случае ареста этого человека он не предъявит никаких претензий, а более того будет просить суд о смягчении наказания. Неизвестные, переодевшись в никаб, совершили вооруженное нападение на ювелирный магазин в Палестине. На камере видеонаблюдения видно, как злоумышленники с первых шагов решили продемонстрировать всю серьезность своих намерений, открыв огонь по посетителям. Из предоставленных полиции показаний не было никаких сомнений в том, что нападавшие являются переодетыми мужчинами. По данному делу ведется следствие. В Соединенных Штатах Америки в одной из местных мечетей Такомы произошло сильное возгорание. Это повлекло за собой существенный материальный ущерб. Очевидцы утверждают, что видели молодого человека, в спешке удаляющегося от святыни во время возникновения пожара. Исходя из этого, основной версией у полиции является поджог. На данный момент ведется поиск подозреваемого. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. Учитель – профессия, к которой уважительно относились во все времена. Это тот человек, который становится ориентиром и примером для учеников. Он поддерживает их, дает знания, раскрывает таланты и потенциал. А учителя начальных классов называют второй мамой. Героиня нашего сюжета Лейла Хахаева – одна из таких. Она работает педагогом больше 40 лет. Про нее наш следующий сюжет. Учитель – не просто профессия, это призвание. Оно занимает особое место в жизни. Вот и Лейла Хахаева нашла свое призвание еще 43 года назад. В 1978 году, окончив Гудермесский педагогический университет, она вернулась в родное тогда еще село Шали. Там, в средней школе номер 9, начался ее профессиональный путь. После войны, когда мы вернулись, я работала в 25-й школе. Я вернулась из Шали. Мои родители, родные, все жили там. И во время войны я была там. И, конечно, во время войны тоже, несмотря на то, что мы беженцы, я работала в средней школе номер 8 города Шали. А потом, когда мы вернулись, я устроилась на работу в 25-ю школу. Там проработала 4 года я. Сейчас Лейла работает в 12-й гимназии Грозного. Она классный руководитель 4 класса. Ученики ждут начала уроков с интересом. Она сначала все объясняет, потом спрашивает нас, кто не понял. И если кто-то не понял, она снова объясняет и дает карточки в конце, чтобы мы проверить нас. Я учусь очень хорошо. Это большая заслуга нашего лучшего учителя. Лейла Хахаева – одна из тех, кто в военное время, несмотря на большой риск и опасность, продолжала работать, как она сама говорит, ради будущего нашей республики, чтобы подрастающее поколение росло образованным. Уроки проходили в военных условиях, надо было учить детей, мы старались, все делали для детей. Уроки проходили, как всегда, несмотря на то, что мы не получали, не давали зарплату, мы работали. Раньше не было ни компьютеров, не было интерактивных досок. Сейчас есть возможность для детей все и показать, чтобы дети научились, созданы все условия. Лейла – почетный работник сферы образования Российской Федерации, а также обладатель множества наград от Министерства культуры и науки Чеченской Республики. Большой жизненный опыт Лейлы помогает не только ей, она часто делится с коллегами. Лейла Сугибовна является одним из лучших педагогов начальной школы. Это педагог, который был у основания этой гимназии. Лейла Сугибовна А еще Лейлу Хахаеву отличает отзывчивый характер, и на работе, и дома она всегда готова прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Мухаммад Джамалу Лейла, Азан Идрисов, Ислам Али Султанов. Неделя.
Третий ежегодный Российский исламский экономический форум «Россия. Гарант партнерства» прошел в Чеченской Республике. Более 200 делегатов-экспертов в сфере финансов со всего мира собрались в столичном отеле «The Local». Главной темой обсуждения стало внедрение исламского банкинга в российскую экономику, способы его поддержки и развития. Об итогах расскажет Мухаммад Джамалулейла. Третий ежегодный Российский исламский экономический форум собрал на одной площадке членов правительств, бизнесменов и экспертов со всего мира. Тут и гости из Москвы, Объединенных Арабских Эмиратов и даже из Америки. С 9 утра в гостиницу все прибывают гости, участники форума проходят регистрацию, после уже начнется размещение гостей в зале. А пока все желающие могут перекусить или попить кофе с коллегами. Экономический форум – важное событие в мире исламского бизнеса и проводится третий раз при непосредственной поддержке Сбербанка. Здесь обсуждают, как эффективно внедрить в российскую экономику исламскую банковскую индустрию, которая вот уже 40 лет считается прогрессивной финансовой системой, менее подверженной кризисным явлениям. Именно вот этот форум призван для того, чтобы распространить, что такое именно исламский банкинг, исламская рассрочка, польза и негатив вот этого. Исламская рассрочка от традиционного банка отличает то, что ханалдек, харамдек, кастер. В то время, когда банки обычно под проценты бугоча, исламские, из-за риска, пайда, риска бирка бюрша, дозволенность, недозволенность, еще менять. Ровно в 10 часов гости заняли свои места. По рекомендации Роспотребнадзора участники надели маски. В числе почетных гостей председатель правительства Муслим Хучиев и мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Форум открывается с чтения аятов священного Корана. رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Выступая перед участниками, Муслим Хучиев передал приветственные слова от Рамзана Хаджи Кадырова. Он также отметил, что подобный форум республики проводится благодаря эффективной социально-экономической политике главы региона. Выражаем огромную благодарность Международной ассоциации исламского бизнеса и ПАО «Сбербанк» за инициативу организации проведения данного форума в Грозном. Также хочу пожелать всем участникам форума успешной работы. Спасибо, что вы сегодня с нами. Давайте вместе работать на благо народов нашей страны. С уважением, глава Чеченской Республики Кадыров Рамзан Ахматович. В России проживают миллионы мусульман, исламский бизнес представлен в самых разных отраслях. Соответственно, растет спрос на финансовые услуги, построенные на принципах исламского финансирования. Можно с уверенностью сказать, что сегодня назрела необходимость оформления и в правовом ключе принципов исламского финансирования и их внедрения в повседневную практику деятельности финансово-кредитных учреждений. Надеюсь, что сегодняшний форум станет одним из важных этапов развития исламского финансирования в России. После приветственных слов участники приступили к дискуссиям, альтернативные решения для регулирования исламского финансирования России и новые векторы развития исламской экосистемы, главные темы повестки. Мы провели скрининг международных рынков и рынка акций Российской Федерации, и можно уже сейчас сказать, что 50 компаний Российской Федерации и очень много фондов зарубежных, но мы выбрали 5, куда физические лица и институциональные инвесторы, которые в силу норм, скажем так, держат деньги под подушкой и не могут отдавать в логику ростовщического процента, здесь могут инвестировать в рынки и зарабатывать вполне себе деньги, которые нормам партнерского финансирования соответствуют. Этот скрининг совершен как раз нашим офисом ближневосточным. Акции эти есть, они доступны, они известны. Это акции, в принципе, всех компаний, которые на слуху. И на основе 15 из них как раз создан индекс впервые в истории на московской бирже, который будет презентован сегодня в рамках данного форума. После завершения дискуссии участники перешли к кофе-брейку. Данная система и подобные форумы, и подобное развитие будет, способствовать развитию не только Чеченской Республики, но и всей России, в том числе и стран СНГ. Мы такие предприниматели, как мы тоже иногда ищем инвестирование, финансирование, да, но в связи с тем, что это по исламу не дозволено, не позволено, да, то есть определенные проценты, мы отказываемся. И тем самым иногда теряем хорошие проекты, хорошие идеи, не сможем реализовать, воплотить в жизнь.
Поэтому на этом форуме мы в очередной раз убеждаемся в том, что и Российская Федерация идет в правильном направлении. Один из итогов форума – решение главы Международной ассоциации исламского бизнеса о создании в Северо-Кавказском федеральном округе рабочей группы исламского банкинга. Вы знаете, мы только вот открыли представительство Чеченской Республики, возглавляет как раз Юсуп. Вот он здесь находится, и как раз это мы только начало, и поэтому думаю, дальнейшее это будет, и общими совместными усилиями, думаю, продвижение будет на благо нам всем. После форума участников ждал ужин и праздничный концерт в ресторане «Бенефис». Мухаммад Джамал Улейла, Маусар Даудов, Ислам Али Султанов. Неделя. В Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации обсудили подготовку к республиканскому фестивалю, приуроченному ко Дню народного единства. Он пройдет 4 ноября в Грозном и соберет представителей этнических групп, проживающих на территории региона. Представители наших национальностей, многочисленных национальностей нашей республики всегда принимают самое живое участие на подобных мероприятиях. И сегодня мы обсудили предстоящие мероприятия, связанные с этапом подготовки и проведения этого фестиваля. Но министр сегодня еще раз дополнительно отметил, что средства массовой информации должны уделять больше внимания освещению вопросов, связанных с многонациональностью нашей республики. 11 октября в республике начали действовать ограничительные меры. Вход граждан во все организации и общественные места разрешен только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов о вакцинации против ковида, либо справки о перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев. Кроме того, теперь без защитных масок запрещается проезд в общественном транспорте и нахождение в местах массового скопления людей. А это торговые центры, рынки, финансово-кредитные организации. Ситуация, если не критическая, то близка к этому. Такое заявление сделал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В своем телеграм-канале он призвал коллег по всей стране усилить разъяснительную работу о коронавирусе среди населения из-за роста заболеваемости ковида. Конечно, речь идет о Москве и тех регионах, где проблема стоит особенно остро. Но долго ли ситуация будет оставаться более-менее стабильной? Например, здесь, в Чеченской Республике. Местный Роспотребнадзор, как известно, уже отреагировал и ввел новые ограничения, а в Минздраве напомнили, что QR-код и все другие предписания – опыт европейских стран. И, к слову, распространяются также на туристов. Дело в том, что туристы тоже могут приезжать с вирусом, и поэтому те меры, которые анонсированы в Чеченской Республике, кстати, они анонсированы и по всей Российской Федерации, то есть мы не требуем ничего такого, что не работало бы и не требовалось бы в других регионах Российской Федерации. То есть мы продолжаем политику государства в отношении в наших попытках остановить и взять под контроль рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Кроме того, согласно постановлению Роспотребнадзора, работодатели и руководители организаций всех форм собственности уже обязали обеспечить прохождение сотрудниками вакцинации. К слову, ранее проведенная иммунизация населения и позволила удержать ситуацию под контролем, считают эксперты. По сравнению с другими регионами, например, с соседними регионами, у нас все-таки наблюдается незначительный прирост новой коронавирусной инфекции. И все это благодаря тому, что у нас охват вакцинации выше, чем в других регионах. Также у нас продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции с целью достичь 80% коллективного иммунитета среди лиц взрослого населения. Согласно предписаниям того же Роспотребнадзора, наполняемость залов на общественных мероприятиях допускается не более 50% от общей вместимости и одновременного присутствия на мероприятии не более 500 человек. Кроме того, вводится обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65, не имеющих сведений о проведенной вакцинации и не переболевших коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Они смогут посещать только медицинские организации. Хочу призвать всех, кто слышит, всех, кто переживает за ситуацию, граждан все-таки сделать то, что зависит именно от них, и призывать окружающих. Это и социальная дистанция, и стараться избегать мест скопления людей, а если уж приходится, то обязательно в маске,
обязательно тех, кто не вакцинировались, вакцинироваться. Собственно, к этому призывает и главврач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко. Первое и главное – нужно вакцинироваться, чтобы подготовить свой организм к встрече с коронавирусом. Второе – ранняя диагностика, чтобы прервать цепочки заражений. Третье – элементарное пользование медицинскими масками. Коронавирус – это не шутка и не выдумка. Удивительно, что во второй год пандемии нужно еще убеждать людей в этом. В свою очередь, министр здравоохранения Ильхан Сулейманов заявил, что подъем заболевания в республике наблюдается в течение последних 3 недель. Однако, по сравнению с другими регионами России, в Чеченской республике ситуация не критична и находится на оптимальном уровне. По его словам, рост числа новых заболевших наблюдается по всей России и может быть связан с началом учебного года, открытием детских садов, а также с тем, что люди возвращаются из отпусков. Сейчас уже рассматривается вопрос о введении, о вакцинации в возрасте от 12 до 17 лет, так как мы видим, что именно подростки, дети являются таким идеальным переносчиком вируса, сами при этом минимально болея или не болея вовсе, переносят вирус и таким образом способствуют увеличению заболеваемости. Этот вопрос находится на рассмотрении Минздравия Российской Федерации. В ближайшее время мы ожидаем их решения. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, оснований для локдауна нет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В Кремле также подтвердили, пока врачи справляются, вводить чрезвычайные меры не планируют. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Ади Кюэлшу, Марш Ойл.